Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я и моя подружка Ворон Клеопатра, она что-то задерживается, хотим рассказать вам сказку братьев Гримм «Гном Тихогром». Жил когда-то на свете мельник. Был он стар и беден, и ничего у него, кроме красавицы-дочки, не было. А дочка и впрямь была хороша. Красивая, умная, работящая. Нарадоваться на нее старик не мог. Как-то раз пришлось ему разговаривать с самим королем. Он возьми да похвастайся, что у него дочка есть. Такая красавица, такая умница, что из соломы может золотую пряжу прясть. Король удивился и говорит: раз у тебя дочка такая искусница, пусть завтра приходит ко мне во дворец. Ага, проверим ее искусство. Ну, мельник обрадовался, а в самом деле рано было радоваться-то. Он же попросту хотел сказать, ну что, мол, дочка такая у меня вот искусница, что может вот из плохой пряжи хорошее полотно сделать. А король-то его понял буквально. Вот не всегда короли понимают, что хочет сказать простой народ. А простой народ не всегда понимает, что думают короли. Значит, как бы там ни было, мельник говорит дочке своей собираться и идти во дворец. Она принарядилась, надела цветную ленточку на шею, колечко на палец, веселая, пошла во дворец. Ну, думает, чего скажет ей, то и будет делать. Как же она удивилась, когда ее на пороге встретил король. Велел отвезти ее в комнату, набитую соломой, принести ей прялку и сказал: вот что, девушка, твой отец рассказал мне, что ты из соломы золотую пряжу придешь. Вот, давай работай, а если не сделаешь, тебе и твоему отцу не сдобровать. Вам обоим палач отрубит головы на площади городской. Так вот сказал, дверь закрыл на ключ и ушел. Ой, испугалась Мельникова дочка. Ой, она ж была мастерица на все руки, но из соломы золото она прясть не могла. Да и никто не может. Целый день просидела бедная девушка и проплакала. Чего думает делать, не знаю. Может быть, когда, думаю, дверь откроется, я убегу. Да какой там! Стража у окна ходил взад-вперед. Ага, значит, а это окошко-то было под самой крышей. Туда только можно было птичкой вылететь. Но она летать-то не умела. И также не умела из соломы прясть золото. Ну, плачет она, плачет, горько плачет. И вот уж совсем было потерял надежду на спасение, как вдруг в углу что-то заскреблось, как будто мышка пробирается из-под пули на волю. Солома зашевелилась, и в комнате появился маленький юркий человечек на длинных таких тонких ножках, большоголовый и длиннорукий. Кар-кар-кар-кар, дальше я буду рассказывать. Ой, ворона идет. Ну давай, что ты там опаздываешь-то? Детишки-то вон уж слушают. Сейчас она будет рассказывать. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А вот и я. Чуть-чуть опоздала, извините. Так, на чем мы остановились? Ага. Значит, в комнате появился маленький юркий человечек, большеголовый, длиннорукий и на тонких ножках. «Добрый вечер, прекрасная мельничиха», — сказал он. «О чем ты так горько плачешь?» «Ох, как же мне не плакать», — ответила девушка. «Король приказал мне напрясть из этой соломы золото, а я не умею». «Ну и что же?» — ответил человечек. «Мне отрубят за это голову», — ответила она. Человечек задумался. «Да, это очень неприятно», — сказал он. «Но что ты мне дашь, если я за тебя напряду золото из соломы?» «Цветную ленточку с моей шеи и мою благодарность до конца дней моих», — ответила девушка. Ну, человечек говорит: «Хорошо». Он уселся перед прялкой и
колесо так жужжало, не успела девушка сосчитать до 3, как вся шпулька была обмотана золотой пряжей. Потом взял другую шпульку, 3-ю, 4-ю, и вот в комнате не осталось ни одной соломинки. Человечек взял у девушки обещанную ленточку и пропал, будто его и не было. Карр! Тут король постучался в дверь. Он так и обмер, увидев, что вся солома превратилась в чистое золото. Об одном он только пожалел, о том, что комната, набитая соломой, была недостаточно велика. Вот как! Но комнат во дворце было много, а соломы на дворе еще больше. Король велел набить соломой от пола до потолка другую комнату, гораздо больше прежней. Сам отвел туда Мельникову дочь и приказал ей сейчас же приниматься за работу, если только жизнь ей дорога. Бедняжка ничего не ответила. А что он может сказать-то? Молча сел за прялку, вытирая слезы. Но когда совсем стемнело, в комнате опять появился маленький человечек и спросил у нее: «Что ты мне дашь, если я и на этот раз напряду тебе золото из соломы?» «Вечную мою благодарность и колечко с пальца». «Хорошо». Человечек взял кольцо, и снова завертелось, зажужжало колесо прялки. А когда наутро король пришел поглядеть, что поделывает его пряха, он увидел, что она крепко спит, а вокруг нее лежит столько золота, сколько вчера было соломы. Король еще больше обрадовался, но сказать довольно у него не хватило сил. Он приказал набить соломой 3-ю комнату. Она была втрое больше, чем обе прежние вместе взятые, а солома в ней помещалась тоже втрое больше. «Ну вот что, — сказал король, — если ты и эту солому превратишь в золото, то станешь моей женой и королевой». «Ничего, что она простая девушка, Мельникова дочка, — думал он, — на всем свете я не найду себе невесты богаче, чем она. И вот девушка осталась одна. Когда стемнело, к ней снова явился маленький человечек и спросил: «Ну, что ты мне дашь, если я в 3-й раз напряду для тебя золото из соломы?» «У меня больше ничего нет, кроме благодарности, — ответила она. «Этого мне мало, — ответил человечек. Ты скоро станешь королевой. Обещай мне отдать своего первого ребенка, и я сейчас же сяду за прялку. А нет, прощай». «Кто знает, что еще будет, — подумала Мельникова дочка. Может быть, я и никогда не стану королевой, а может быть, у меня и вообще никогда не родится ребенка. Ну, взяла да пообещала этому человечку своего первенца». Человечек опять сел за прялку. И когда король поутру вошел в комнату, он зажмурился и закрыл лицо руками. Вокруг лежало столько золота, и оно так блестело, что даже смотреть на него было больно. Но король сдержал свое слово. Не прошло и 3 дней, как во дворце сыграли пышную свадьбу, а Мельникова дочка стала королевой. А через год у нее родился ребенок. Королева была очень счастлива и даже думать забыла о человечке и о своем обещании. И вот как-то раз ночью, когда она сидела у колыбели, в углу что-то заскреблось, словно мышка хотела выкарабкаться из подполья на волю. Королева вздрогнула, подняла глаза и увидела, что рядом с ней стоит маленький юркий человечек, большеголовый, длиннорукий, на тонких ножках. «Ну, — сказал он, — мое мне, давай-ка сюда то, что обещала». И он протянул к ребенку свои длинные руки. «Ах,
как испугалась королева, как горько она заплакала, умоляя человечка взять у нее все драгоценности, все богатства в королевстве. Но человечек стоял на своем. «Нет!» — говорил он. «Живое тепленькое для меня милее всех сокровищ на свете». Тут королева едва не лишилась чувств. Она упала перед человечком на колени и сказал, что умрет, если он не жалится над ней. И человечек жалился. «Хорошо, — сказал он, — даю тебе 3 дня сроку. Если за это время ты узнаешь, как меня зовут, дитя твое останется у тебя». И с этими словами он исчез. Всю ночь королева перебирала в памяти имена, которые когда-либо слышала. На рассвете она разослала гонцов во все концы своего королевства и велела им разузнать в городах, в деревнях, какие где встречаются имена и прозвища. И вот пришла ночь, и человечек опять появился у них в комнате. «Может быть, тебя зовут Каспар?» — спросил королева дрожащим от страха голосом. «Нет!» «Ой, Мельхиор?» «Нет!» «Бальцев?» «Нет!» Королева называла по порядку все имена, какие только знала, но человечек всякий раз качал головой и усмехался. «Нет!» — говорил он, — «меня зовут не так». На другой день она послала гонцов в соседние государства, чтобы узнать, какие там имена дают людям. Да. Но когда человечек явился к ней, она перебрала самые мудреные имена и прозвища, которые узнала от гонцов. «Слушай, может, тебя зовут Реброхвост?» «Нет». «Круторог?» «Нет». «Ловит-гоняй?» «Нет, нет и нет». Что бы она ни сказала, он твердил в ответ одно и то же. «Меня зовут не так». И вот наступил 3-й день. Королева не могла больше припомнить ни одного нового имени и с нетерпением ждала возвращения своих гонцов, которым велела побывать на этот раз в самых глухих углах и закоулках, в хижинах угольщиков и в пещерах горных пастухов. Ой, что-то мне нехорошо, прям так стало, давайте дальше сама заканчивай. Ага. И вот, наконец, пришел последний гонец. «Королева!» — доложил он. «Целый день я ходил по горам и лесам, но не услышал ни одного неизвестного нам прозвища. Вот я зашел уже в такую чащу, где только лисы да зайцы желают друг другу спокойной ночи, а человеческого духа и не бывало. И вдруг между старыми деревьями я увидел маленького человечка, который разложил большой костер и плясал вокруг него. Он подскакивал на одной ноге, то на другой и распевал: «Пусть клубится дымок, пусть печется пирог, славный выкуп мне завтра дадут. На земле никому не вдомек, как меня под землею зовут. А зовут меня гном, а зовут меня гном, а зовут меня гном Тихогром». Можете себе представить, как обрадовалась королева, услыхав это имя? Она щедро наградила гонца, села у колыбели поджидать человечка. Он скоро появился, потирая свои длинные руки и посмеясь. «Ну, госпожа королева, — сказал он, — как меня зовут?» «Может быть, Франц?» — спросила она. «Нет». «А может быть, Кунц?» «Нет». «А может быть, Гейтс?» «Нет». «Ну так, может быть, тебя зовут гном Тихогром?» «Это тебе сам черт подсказал!» — закричал человечек и от гнева так сильно топнул ногой, что она ушла под землю по самое бедро. Тогда он обеими руками схватился за левую ногу и в ярости разорвал себя пополам. Вот такой злой был человечек. Ага, ну, так оно счастливо все и закончилось. Ну, вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец.
Спокойной ночи, ребятки. Спокойной ночи, уважаемые зрители.